В этом году в торжественной обстановке был открыт после реновации учебный корпус Силамейского профессионального училища. Менее года в рекордные сроки были проведены глобальные работы, при этом учебный процесс не останавливался. Реновация предполагала и оснащение учебных классов современным оборудованием, которое позволяет расширить возможности для обучения учащихся. Все, что мы здесь сделали, вот эти красивые стены, прекрасные условия, комфортные условия, а говорят, вообще красота спасет мир, и красота, я считаю, помогает вообще в любом деле, мы сделали ради наших студентов, ради будущего. Приветствовали коллектив училища, гостей, представители городского управления Силамея порта, различных учебных заведений уезда и учреждений. После торжественной части присутствующие могли отправиться в учебные классы, мастерские, в которых проводились мастер-классы по профилю. А в училище учащиеся обучаются более 10 профессиям, начиная с народных промыслов, заканчивая металлообработкой. В перспективе, кроме нового отделения подготовки специалистов химических процессов, возможно открытие нового отделения. Более 10 лет в городе функционирует порт, которому требуются квалифицированные работники. Училище имеет потенциал для подготовки таких специалистов. Господин Цейсма, вы являетесь председателем Совета советников. В то же время вы представляете Силамейский порт. Скажите, есть ли мысль открыть отделение докеров, специалистов, кранов, погрузок, сухих, жидких материалов? Сейчас только курсы. Есть ли в планах открытие отделения в училище? Да, такой мысль есть, и у школы сегодня готовы уже учебные программы. Они уже пересланы на министерство, это идет утверждение. И, в общем-то, школа надеется осенью принимать первых студентов на это обучение. Сегодня действительно это то, что очень многие вещи мы уже имеем контакт между школой Силамейский и Котка. И Котка – это первое место здесь рядом, где можно практиковать на очень больших портовских кранах. И уже работники Сильстева при помощи Силамейской школы там были и повышали свою квалификацию. И эта учеба уже не просто здесь на месте, а мы должны посмотреть все возможности, которые есть на окрестности, не только здесь силами. Ну, я желаю, чтобы вот эти вот планы, о которых мы сейчас говорили, сбылись. И специалисты, подготовленные училищем, успешно работали в нашем порту. Да, потому что сегодня в Сильстеве работает уже более 100 человек. И, скажем, все время как-то это грузооборот увеличивается, значит, надо больше и больше хороших специалистов. Надежда Степановна, есть такое мнение, что в училище слабо преподают общие, так скажем, образовательные предметы. Я скажу напротив, вот ваш кабинет и до ремонта, и после ремонта, и сейчас располагает к изучению математики. Как вы считаете, на каком уровне получают студенты знания математики в Силамейском профессиональном училище? Я думаю, что в нашем училище учащиеся получают знания по математике на должном уровне, потому что математика им все время требуется в их специальности, в домашних делах, в семейных делах и вообще по жизни она будет нужна. Юлия, как правило, кладовщицы – женщины. Отделение складского хозяйства. Ждете ли вы мужчин, парней? Да, обязательно ждем, потому что на сегодняшнем складе работодатель хочет иметь в одном человеке 3 функции. Это человек, который может разгрузить, то есть сесть за погрузчик и разгрузить товар, соответственно. Второе, он должен уметь внести данные в компьютерную программу. И третье, уметь работать с грузами.
Ну и сегодняшняя техника не позволяет, так скажем, женщинам таскать тяжести. Есть погрузчик. Спасибо вам. Да, но я хочу добавить, что сегодняшняя техника настолько совершенна, что девушки с удовольствием осваивают работу ричтрака, который поднимает грузы на 10, а то и 12 метров высотой. Вся техника электрическая и очень продуманная. Тамара, в давние советские годы в основном маляры, штукатуры были женщины. Но это титанический, тяжелый труд. Как вы считаете, кто должен работать маляром, штукатуром, мужчина или женщина? Или все-таки каждый, который избрал эту профессию, может здесь обучаться у вас? Каждый, кто избрал эту профессию, и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые. Так что у нас все могут работать, мы всех обучаем. Михаил, в училище все профессии как бы достойны уважения. Но лично для меня, хочу подчеркнуть, профессия печника, каменщика, не знаю, как назвать это, ну, в моем приоритете лично, я бы хотел бы научиться делать печи. Почему? Сейчас многие имеют свои садовые участки. Сейчас многие хотят сидеть и любоваться пламенем. Кого вы ждете? Кого вы ждете на вашем отделении? Мы ожидаем, что к нам придут достойные ребята и выберут нашу специализацию. У нас правильно будет называться каменщик-бетонщик, но там как раз присутствует вот эта специализация печные работы. Взрослые могут проходить обучение у вас? Взрослые также могут проводить обучение, но только вечером. Только вечером. Ну, опять-таки, зависит от набора. Если мы набираем отделочников, то это только отделочные работы. А если идут каменщики, бетонщики, то там обязательно присутствует каменная кладка и после этого печные работы. То, что мы сейчас вот наблюдаем, чем занимаются ребята. Владимир, повсеместно внедряются полуавтоматы. То есть люди, которые раньше умели варить просто электродом, то сейчас нужно иметь навыки и на полуавтоматах. Здесь роскошное оборудование. Взрослые люди могут получить у вас дополнительное образование? Сварщики, те, которые не имеют сварочного образования? Да, не только взрослые люди, но даже и пенсионеры приходят учиться, и в том числе и женщины. Им это интересно, они как бы с удовольствием ходят, обучаются, они, женщины, наравне с мужчинами сдают также профэкзамен. Сертификат, и у них, сертификат. И у них, как у женщин, наверное, получается лучше мужчин, нет? Они же аккуратнее, усидчивее. Да, они более аккуратнее, они более прилежные такие, исполнительные. Ну и, конечно, вы ждете молодых ребят, выпускников наших силомяевских школ. Наши выпускники из нашего училища заканчивают дневное отделение по специальности металлообработка и идут к нам же в училище на вечернее отделение по специальности сварщик. Такому специалисту в промышленности цены не будет. Спасибо. Светлана Анатольевна, ну, есть такое расхожее мнение, что мужчина готовит лучше, чем женщина. Однако у вас в группе девочек больше, чем мальчиков. Скажите, пожалуйста, те, которые закончат школу, мальчики имеются в виду, они могут к вам прийти? И если могут, то какие знания они получат? Теоретические и практические. Ну, прежде всего, у нас примерно в группах половина учится юношей, половина девушек. И, конечно же, юноши имеют больше шансов получить хорошую работу, так как они могут устроиться шеф-поварами в рестораны, они могут работать на паромах, кораблях и так далее. Меньше связанные с маленькими детьми имеют больше возможностей. У нас студенты сегодня на фестивале возможностей показывают несколько мастер-классов. Первый – это варианты складывания салфеток. Второй мастер-класс – это лепка из марципана. Ну и третий мастер-класс, наверное, самый интересный – приготовление коктейлей. Это многослойный коктейль, безалкогольный. Он готовится из клубничного сиропа, ананасового сока и газированного напитка «Тархун». Каждый слой я выкладывала по плотности, то есть самый плотный слой был в самом низу. И поставила 2 трубочки, одну короткую, другую длинную, для того, чтобы прочувствовать вкус каждого слоя.
Руслан, студенты, которые обучаются в Силомецком профессиональном училище, кроме общеобразовательных предметов, занятий по специальностям, практикой, имеют уникальную для нашего региона возможность заниматься в телевизионной студии, которая оснащена самым современным оборудованием. Это оборудование комплектовал, заказывал ты. Что обеспечит эта студия? Ну, во-первых, все закупленное оборудование может использоваться непосредственно для учебы. То есть сейчас это актуально, когда есть возможность делать онлайн-трансляции для обучения, то есть интерактивные классы могут быть. В число закупленного оборудования входит на данный момент 3, допустим, профессиональные камеры, микшерский пульт видео, который позволяет сводить видео, микшировать его, делать титры и так далее. И все же это можно пускать тут же в онлайн. Ну, Руслан, я желаю, чтобы ты продолжал работать на этой студии, чтобы студия развивалась, а я, в свою очередь, буду приезжать и тихо, сидя в углу, по-белому завидовать вам. Спасибо тебе. Спасибо вам. Приезжайте к нам в гости. В течение 6 часов учебные классы, мастерские были открыты для посетителей, подсчитать которых невозможно. Те, кто принял участие в этом мероприятии, убедились в том, что получаемое в училище образование позволит его выпускникам успешно конкурировать на рынках труда не только в Эстонии, но и за рубежом. Завершена весенняя уборка внутригородских территорий. Фирма, обслуживающая тротуары и дороги Силаме, городские хозяйственные службы на славу потрудились. Во все времена, советские, мутные 90-е, сегодня Силаме – образец чистоты и порядка. В ходе общих работ проведена обрезка деревьев. Но на этом работы не завершены. Есть еще проблемы. Особенно трудный участок – Глинт. Нерадивые горожане, не имеющие совесть, продолжают планомерно выкидывать мусор на его склоны. Как обычно, весной городское управление заключает договор с фирмами, которые осуществляют ямочный ремонт дорог. В этом году планируется отремонтировать 1530 квадратных метров разрушенных мест с применением асфальта, 8 километров трещин, которые будут залиты битумной эмульсией и гравийной крошкой. Более 200 горожан приняли участие в кастинге для съемок в массовках финско-эстонского художественного фильма «Вечный путь», съемки которого планируются в июле этого года. Сегодня, в среду, в 5 часов, начался кастинг для съемки художественного фильма. Для какого? Где он будет сниматься? Что за фильм? Какова тема? Фильм называется по-эстонски «Игидee». Это исторический фильм и рассказывает 30-е годы, когда из Америки пришли финны обратно в Карелу. Мы снимаем в Карелу, в Эстонию. Здесь Силаме мы снимаем город Петрозаводск, и рядом Раквере, такой поселок, как Варангу, там мы еще снимаем Карелу. Но фильм скажет, да, пришли обратно эмигранты из Америки, начинали построить свой поселок, ну, как называется это, Нью-таун, новый город в Карелу. И было... В Карелии. В Карелии, точно, да, в Карелии. И вначале было очень хорошо, люди сделали свою работу, веселились и так далее, так далее. До конца 30-е годы Сталину, товарищу, это все не нравилось. И почти это все это поселок или город, маленький город. Почти все жители этого города убивали. Вот очень трагический такой историческая картина будет. Вы не были удивлены вот тому количеству людей, которые пришли на кастинг? Более 200 человек. И дети, и взрослые, и, ну, я не знаю, люди среднего возраста.
Ну, я как-то думала, что здесь силами очень много людей будет. Я надеюсь. Вы предполагали уже. Да, потому что даже в Тапа и в маленькие места, как Хайлиала, там были 100-150. И я как-то думала, что здесь силами будет больше. И я очень рада, что потому что... Ну и когда будет сниматься фильм? Фильм мы начинаем уже 20 июня, мы начинаем в Таллине, потом пойдем в Хапсалу. После Хапсалу мы будем здесь силами. 7 июля мы начинаем Силаме, и где-то 10 дней будем здесь, в городе Силаме. Ну, в конце 80-х годов здесь снимался фильм «Бомба». Ну, это хороший фильм, кстати говоря, и город Силаме очень достойно выглядит на экране. Я желаю, чтобы ваш фильм был не то что такой же, а лучше. Да, я думаю, что это будет, это очень большая работа. Вместе работает финны и эстоны, эстонская группа. Из эстонского сторона работает группа Таска Фильм. Это тот самые люди, которые делали фильм 44-й год, исторический фильм Elmo Nykanina. Вот такая компания будет у вас летом здесь, в Силаме. Мало иметь музыкальный слух и голос для того, чтобы правильно, красиво петь. Пению нужно учиться. Педагог Наталья Ермолина – профессионал с большой буквы. Вокальный ансамбль «Экспромт», в составе которого вокалисты разного возраста, как один поют правильно, красиво, профессионально. Недаром многие ребята – лауреаты различных вокальных конкурсов. В Центре культуры прошел отчетный концерт вокального ансамбля «Экспромт», молодежный центр «Улей».
Яркое, незабываемое вокально-танцевальное представление подарил своим отчетным концертам коллектив Центра культуры «Явер». Официально этот коллектив называется «Ансамбль украинской песни», однако я бы сказал «Ансамбль славянской песни», ибо в репертуаре «Явер» украинские, белорусские и русские песни. Никогда зритель не уходил с концерта «Явер» с плохим настроением. И вот и в этот воскресный вечер с первой же песни своим задором и удалью поднял настроение зрителям вокальный ансамбль «Явер». В концерте также приняли участие и другие коллективы. Гости силами ансамбль из Нарвы «Колына». Кому же не любим танцевальный ансамбль «Сувенир». Яркий, задорный украинский танец Левониха никого не оставил равнодушным. Руководит ансамблем «Явер» Лев Липкин, человек, преданный песне. В его исполнении мы слышали народные, классические и эстрадные песни. Не стал исключением и этот концерт.
В ансамбле «Явер» поют не только украинцы. Так что те, кто хочет участвовать в коллективе, я думаю, вам будут рады. Ну и, конечно, пожелаем ансамблю продолжать радовать зрителей своими песнями. Три дня в Большом зале Дворца спорта Калев проходил чемпионат Эстонии по боксу. Подробности от тренера, мастера спорта СССР по боксу Николая Бобкова. Николай Петрович, чемпионат Эстонии проводится в Силомее не каждый год. Как прошел чемпионат Эстонии? На высоком спортивном уровне, как бы так можно сказать. Потому что участников было довольно-таки много, 125. Две возрастных категории. Это У-15, это школьники, возраст 13-14 лет. И У-19, это молодежь, возраст 17-18 лет. Ну, бои просто хорошие, красивые. Где-то кому-то немножко не доставало чего-то. Кто-то свой класс показал во всей красе. Были определены два лучших боксера. Это в весовой категории, вернее, возрастной категории У-15 это Крутилев, а по молодежи это Паша Каманин. Николай Петрович, мне довелось подвозить отца с сыном, которые ехали на чемпионат Эстонии на финал. Я спрашиваю, как ваша фамилия, товарищ? Он мне сказал, Иванов. И он ехал на финальные бои. Как же выступил воспитанник Николая Петровича Бобкова Иванов? Да, удивил меня, конечно, Паша Иванов, который совсем не так долго занимается. Ну, молодой спортсмен, я его первый раз вижу, кстати. Да. Он до официального выступления, у него один официальный бой, который он, кстати, выиграл, проходил турнир Ханса Каева. Вот, и он там, проведя один бой, он его выиграл. Что касается чемпионата Эстонии, как он выступил? На чемпионате он, конечно, удивил и меня, и многих ребят, которые занимаются в нашей секции. Он провел 3 боя, все 3 боя, во всех 3 боях показал себя с лучшей стороны. А лучшая сторона – это выигрышный бой. И в итоге в финале он стал победителем первенства среди школьников в весе 62 килограмма. Николай Петрович, ну кроме Паши Иванова, кто еще удачно выступил на чемпионате Эстонии? Удачно выступил еще Артур Ершов. Он, правда, не занял первое место, в финале уступил первое. А по причинам веским, потому что надо физикой заниматься, физики не хватает. В минувшую субботу на основном футбольном поле прошла встреча в рамках премьер-лиги между Таллинской Левадией и Силомеевским Калевом. С первых минут стало ясно, что вырвать победу у Левадии Калеву не удастся. В основном мячом владели футболисты, и как итог, со штрафного техничным ударом через стенку был забит первый мяч в ворота Калева. Второй в конце матча был забит после прострела вдоль ворот. Итог 2-0 в пользу Таллинской Левадии.